Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günleri bizni mübarek kılsın. Özün kılgan gıybetlerimizni kabul kılıp, bilip bilmey kılgan günahlarımızı gaffa eylesin. Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxti, ahiretте ahiret baxti bersin. Bizning Allah Teala imanımızga ziyan giderilek sınavlar vermesin. Kelgen sınavlarga Allah Teala sabırlık bilen tözüp, ecir savaplarını onlarga nasip eylesin. Allah Teala muhterem kardeşler, şu ömürlerimizni iman bilen dinimizge fayda bilen ütkärerge nasipler eylesin. Muhterem kardeşler, indi inşallah bugün bizning сөйләшеп китәсе сүзебез булыр. Allah birsa sabırlık турында. Sabırlık biz muhterem kardeşler biz aның нәрсә икәнен ишетәбез, шулай бит кирәк икәнен беләбез. Ләкин кай вакытта без аны кулланмыйбыз. Кулланмыйбыз һәм дә ки шушы sabırlık белән гамәл кылмыйбыз. Мөселманнарга көп очракта sabırlık җитеп бетми. Бу безнең инде кадерен белмәгән әйберләрнең берсе шушы ул sabırlık. Muhterem kardeşler, әсәс ул sabırlık дигән вакытта без иң беренче чиратта аңларга тиешбез sabırlık ул ризалык һәм канәгатьлек. Аллаһы Тәгаләнең биргән әйберенә риза һәм канәгать булу. Бу sabırlık. Sabırlıkның асылы нигезе шунда. Демәк, күңел халәтең синең риза канәгать булырга тиеш, тыныч булырга тиеш. Икенчедән, sabırlık ул шушы килгән мәшәкатьләрне, борчуларны яки шатлык куанышларны Аллаһы Тәгалә кушканча хәл итү. Аллаһы Тәгалә кушкан юл белән хәл итү. Мәсәлән, проблема килә икән, хәләл юл белән Аллаһы Тәгалә кушканча хәл итү. Әгәр дә инде куаныш, шатлык килгән икән, шушы куаныш, шатлыкка Аллаһы Тәгалә кушканча мөнәсәбәт кылу. Аллаһы Тәгалә кушканча шушы эшләү дип әйтик, шушы Аллаһы Тәгалә кушканча эшләү шушы яхшылыклар белән. Мәсәлән, инде балаң туган икән, шулай бит Аллаһы Тәгалә кушканча тәрбияләү. Акча килгән икән, Аллаһы Тәгалә кушканча аны тоту, һәм башкасы, һәм башкасы. Менә бу сабырлыкның шулай бит безнең ул нигезе шушында. Һәм шулай итеп, әгәр сабырлыкны дөрес аңласа кеше һәм шуның белән яшәсә, без бик күп проблемаларыбызны булдырмыйбыз яки чишә алабыз. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Аллаһ Тәгалә әйтә: фасбир, сабыр бул ди. Сабыр бул, Аллаһы Тәгаләнең вәгъдәсе хак. Һәм шушы синең иман китермәгән дошманнар була инде, шулай бит иман китермәгән дошманнарың сезнең турында җиңел уйламасыннар ди. Ягъни түбән дип уйламасыннар ди, сезне җиңел уйламасыннар ди. Sabırlık белән шулай итеп без дошманнарны җиңгә алабыз һәм sabırlık белән без үзебезнең дошманнарыбыз алдында күтәрелә алабыз. Әгәр дә сабыр булсак. Әгәр дә без сабыр булмасак, шулай бит без инде күтәрелә алмыйбыз, без җиңеләбез. Баш исәк, шулай бит бу дөнья авырлыкларына яки Аллаһ Тәгаләнең биргәннәренә канәгать була белмәсәк, риза була белмәсәк, күңел тынычлыгын югалтсак, без җиңеләбез. Шуңа күрә иң беренче шушы сабырлык турында безгә Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук, muhterem kardeşler, зыян килмәсен өчен нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ин тасбиру ва таттaqu ла ядуррукум кайдухум шай'a. Әгәр дә сез тақва, сабыр булсагыз һәм тақва булсагыз, аларның зыян, сезгә зыян китермәс зыяннары ди. Аларның, ягъни дошманнарның. Дошманнарның зыяннары сезгә зыян китермәс, әгәр сабыр булсагыз һәм тақва булсагыз ди. Менә бу, muhterem kardeşler, шулай ук Аллаһ Тәгаләнең шулай безгә кушкан бер әмере дип әйтик инде. Инде сабырлык һәм тақвалык, алар икесе шулай итеп бергә баралар һәм бергә йөриләр. Аллаһы Тәгалә кушкан белән без шулай итеп җиңгәбез. Әйткәнебезчә, сабырлыкның нигезе ризалык дидек. Ризалык ул иман. Аллаһы Тәгаләгә иман китереп, аның биргәнен канәгать булу, бу иман. Sabırlık olmasa, demek imanın zayıf яки юк. Әгәр дә инде sabırlыгың бар икән, demek inşallah иманың да синең дөрес була Аллаһ Тәгалә каршында. Менә шуңа күрә буларны без, muhterem kardeşler, күздән ычкындырмаска тиешбез. Бүгенге көндә sabırlık дигән әйбер безгә нәрсәләрдә кирәк? Гыйбадәттә кирәк. Гыйбадәттә сабыр булырга кирәк. Ягъни риза булырга, Аллаһ Тәгаләнең биргән гыйбадәтләренә канәгать булырга һәм аларны үтәргә Аллаһ Тәгалә кушканча.
Һәр бер нәрсә гыйбадәттә сабырлык белән эшләнә. Без, мөхтәрәм кардәшләр, гыйбадәттән ләззәт алу турында, рәхәт алу турында күп сөйлибез. Ләкин бу бөтен кешегә дә тәтеми. Бөтен кеше моңа ирешә алмый. Кайбер вакытта шулай бит гыйбадәтләрне сабырлык белән үтәргә туры килә. Намазлар укыганда, 5 вакыт намазны укыган вакытта шулай бит. Я булмаса төнлә тәһаҗҗүд намазларына торган вакытта сабырлык белән моны эшләргә кирәк. Әлбәттә күзләр әчтә, торасы килми, йокы килә. Ләкин без үзебезне җиңгеп торырга, уянырга тиешбез. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, инде уразалар тоткан вакытта да, садакалар биргән вакытта да, кемгәдер ярдәм итсәң дә шулай бит. Буларның бөтенесенә сабырлык кирәк. Сабырлык булмаса, гыйбадәтне үти алмыйбыз. Кәеф килгәнне көтеп ятсак, кайчан безгә рәхәт булыр икән? Кайчан без үзебез шулай бит инде бу эшләгән эшләребездән ләззәт алырбыз икән көтеп ятсак, ул инде бер вакытта да килми. Бар бүген 95% татар бүген шуны көтеп ята. Кайчан күңелгә килер икән ди. Это должно быть от души дип утыралар алар менә шулай. Зов души үзеннән үзе чыгарга тиеш, ул йөрәктән, күңелдән дип утыралар көтеп. 60 ел көтәләр, 70 ел көтәләр, 80 ел көтәләр, 90 ел көтәләр, шуңа үлеп китәләр. Зов души юк. Шулай бит килми ул. Шайтан кытыртуы. Шуңа күрә дә гыйбадәтләрне, мөхтәрәм кардәшләр, без инде Аллаһ Тәгалә кушкачтын сабырлык белән үтибез. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, вастагыйну бис-сабри вас-сала. Ярдәм алыгыз сабырлыктан һәм намаздан ди. Башта сабырлык, аннан соң намаз. Башта намаз укыгыз дими, сабыр булыгыз ди, аннан соң намаз укыгыз ди. Шуңа күрә менә бу әйберләр, гыйбадәтләр сабырлыкка шулай бит безгә бик мохтаҗ. Шуңа күрә иң беренче гыйбадәттә без инде сабыр итәргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә шулай әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва амур ахлака бис-салати вастабир алейха. Гаиләңгә намаз укырга өндәди һәм сабыр бул ди шушы намазга ди. Үзең шушы намазларга сабыр бул ди. Үзең үтә ди. Үзең басып тор. Тәһарәтләр ал, матур киемнәреңне ки, сөннәтләрен үтә намазның, шулай бит зикрләрен әйт. Бу үз чиратында инде сабырлык белән эшләү дигән сүз бу эшләрне. Һәм һәр даим эшләү дигән сүз. Чөнки бит безнең дөньяда тормышыбызда ул 5 вакыт намаз кыл бер төрле. Менә бүген укыдың син аны 5 вакыт, иртәгә дә шул ук 5 вакыт, гомер буе үлгәнчә шул 5 вакыт намаз. Кай вакытта разнообразие кирәк дип башка тора башлыйбыз. Шулай бит. Мәсәлән, инде бер хатын белән торгач туясың да хатыннар алыштырасы килә башлый. Ине алыштырасы килә башлый. Алыштырасы килә башлый мебельне идәге, машиналарны. Ләкин намаз шул ук, аны алыштырып булмый. Шуңа күрә моңа сабырлык кирәк. Бу дөньяның гомумән асылы сабырлыкта. Хатын алыштырасы килә дип, хатыннар алыштыра башласаң, гомер буе алыштырырга була шулай бит. Безнең менә әгәр дә әби-бабаларны карасаң, менә алар туганнар һәм үлгәнче бер тормыш белән яшәгәннәр. Бер ир, бер хатын, иләрендә шул ук мебель хаманда, ашларга барасың әбиләргә. Совет чорыннан калган әйберләр аларның шулай бит иләрендә. Алар бит алыштырасы килә дип кәеф артыннан йөреп йөрмиләр. Бүген кеше сабырлыгын югалтып, шушы хаман безгә башка төрле кирәк, башка төрле әйберләр кирәк дип тормышын гел үзгәртергә тырыша. Ләкин күңел тынычлыгы тапмый аңа карап. Ни өчен? Чөнки сабырлыгы юк. Сабырлыгы булмаганга күрә, аның менә шушы тормышында канәгатьлек тә юк. Бөтен нәрсәсен үзгәртеп бетерсә дә, гел алыштырып торса да, киемнәрен гел алыштырып торса да сабырлыгы юк. Ә бит чыннан да бүгенге көндә истерлек киемебез бар, Аллаһка шөкер. Хәй безнең иләребездә хәй икешәр машина тора. Бар хәзер машина выходного дня дигән төшенчә. Элек бар иде шулай бит кием выходного дня, хәзер машина выходного дня. Менә хәзер алып куялар бер иске Волга 21 имя выходного дня инде. Утырып әйләнеп керәләр шуның белән. Сертеп торалар инде аны. Бер Москвич тора инде гаражда 408 манда теге или 400-лар ма шунда иске шулай бит инде выходного дня. Бу бит инде күңелеңдә синең инде ризалык юк, канәгатьлек юк, сиңа нәрсәдер җитми. Син аны үзгәртергә телисең тормышыңны, ләкин һаман аңа карап бәхет таба алмыйсың. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу тормышыбызның асылы сабырлык һәм шул ук исәптән без гыйбадәтләребездә дә сабыр булырга тиешбез. Мөхтәрәм кардәшләр, тормышта безнең сынаулар да килә. Һәм аларга да без сабыр итә белергә тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә булай ди: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ам хасибдум ан тадхулул джанната ва ламма я'тикум матhalul ladhina خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين
آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Siz de oylaysızmı dey, cennetke kirermen deyip sınavsız gına dey. Cennetke kirermen deyip oylaysızmı sınavsız gına dey Allah Teala bizge aytı. Çünkü sizge kadar bulgan kavimler dey, alar sınaldılar dey, ağırlıklar bilen, hayırçilikler bilen dey. Hatta şunun kadar titretten Allah titretti tırmışalarına dey. Allah'ın peygamberleri hem imanlı kişiler ettiler, kayçan Allah'ı Teala'dan bizge jingu kilir eken dediler. Allah'ı Teala'nın jinguı yakın dey. Yakın sabırlık bilen. Sabır bulsan jingu yakın dey. Çünkü içinden de hatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tırmışını karasan da. Anın tırmışı gül ağırlıkta ötті şolay bit. Ol İngilizce kişi, en yaxşı kişi dünyada. Bir karaganda ol tuğmuştan ok rahatte lezzette bulurga tiyişiydi. Lakin alay bit ögül. Sahabelerin tırmışları şolay bit karagız. Ali radıyallahu anhu Yahudke işke kire. Bir xirmege su taşı. Gailesini tuyundurur için. Bu sahabeler Yahudke yallanıp işlerge tiyişler mi? Bugünkü künde oylasak agerde bir xirmege biteli o. Biz neresi aytırga tiyiş, biz aytırga tiyiş, biz bu balarga altın kemiş kökten yağırga tiyiş. Şolay bir. Bir daga kıldılar, kökten kelip tişti. Bitinisi iman ketirendan soň yanlarında. Mine Müslüman bolsaň, imanlı bolsaň neçik bolady. Lakin Allah'ın tırmışları şunday ağır buldu. Hatta bizim sahabelerimizni karasak, büyük sahabelerin şolay bir. Ömer radıyallahu anh'ını namazda qada bitirdiler. Osman radıyallahu anh'ını kılıç bilen çabuk bitirdiler. Ali radıyallahu anh'ını şolay kılıç bilen qada bitirdiler. Bu sahabeler bir karaganda lezzetlenip, rahatlanıp, yumşakta kondisyoner astında doğanları, bağları yanında can berige tiyiş vasiyet bire. Lakin alay tugul, şolay bir. Cennetke kirer için sınavlar öttiler, hem Allah tağın da katırak sınavlar buldu. Her bir halakka da. Şul isepten Yahudlerini karasak Musa aleyhisselam vakitinde şolay bir. Alar da sınav öttiler. Alar da öz yerlerine kiler için Firavun bilen alarga köpme karşıga toru kildi. Firavundan içe kaşırga toru kildi. Irak aralarını öterge toru kildi. Bular bitinisiyle sınavlar muhterem kardeşler. Ham şoňa göre bizge de sınav kilse bu normal görünüş bula. Biz ularga teyiş tugul, deriz tugul bu. Bu normal görünüş. Manın şuşu görünüşünün negizi asılı şolay bit ol Allah'ı Teala'ga karşında sabır etip ondan soň Allah Teala'dan yardam jingu alu. Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Allah Teala ayta biz sizni hiç şeksiz sınarbız dey, vaqada ayta. Hiç şeksiz sınarbız nerse bilen? Korku bilen, açlık bilen, hayırçilik bilen, can alu bilen, oňuşsuzlyk bilen sınarbız dey. Hem kuwandır sabırlarına dey Allah Teala ayta. Bu ibirler kileçek tırmıştı har bir kişige, hem sabır bulganlar jingeçek. Alarının halleri yaxşı bolacak sabır bulganlarının. Alarga awırlyk kelgende sabırlarını işliler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diler. Allah Teala birdi, Allah Teala aldı diler. Demek buna bu Allah'ı Teala'ya nindi halatda bolsa da Allah Teala bizge nerse birse alsa da Allah'ı Teala bilen riza bolup kalu. Demek bu için iman. Amma sen eğer de Allah Teala bir yaxşı bir bergende kuansan, naçarlık getirgende Allah Teala'ga zarlansan, niшләп sen bulay itasin di. Senin imanın zayıf. Senin imanın dürüst değil. Allah Teala'ga münasebetin özgere, anın bergene birine qarab. Demek sen Rusça aytsak потребитель, kullanıcı gınasın. Sen Allah Teala senin için sponsor. Sen onu yaratmıyorsun. Sponsor gına. Әти yani bilinir. Mine hazır bağlar da şolay bit. Bundan neçe yıllar elek Ali morgda işlegen vaqtda 16 yaşlık bir malay anisin soyup oturgan idi. Nersege? Akşa bermegen oynarga. Tege oynap jirgen kompüterden ileride ayin şunda. Akşa bermegen oynarga. Şu anisi sponsor şolay bit. Anisi sponsor. Elek nişik idi. Eğer de әti yani eğer birse de yaxşı, bermese de yaxşı. Bugünkü künde şolay qaraylar. Allah Teala'ga bolgan münasebet kebek ol muhtaram kardeşler. Mine şoňa göre de sabırlyk ol şin bizge imanybızny körsetirge yardam eder. Endi inşallah Rusçada söylep getirbiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о терпении.
Но терпение, понятие это о шариатском понятии терпения. Потому что есть терпение, когда человек просто терпит, когда у него нет выхода. Например, его положили без наркоза, ему режут ногу. Он лежит и терпит. Это не сабр. Это не сабр, это терпение. У него выхода нет просто. Хотя у него в душе, в сердце все горит, он недоволен, почему так, судьба злодейка и так далее и тому подобное. Поэтому есть понятие терпения, есть понятие сабр. Что такое сабр? Сабр в основе своем это довольство. Довольство тем, что тебе дал Аллах, и тем, что тебе не дал Аллах, или забрал Аллах. А вот это и есть терпение. Когда ты доволен Аллахом в любом положении. Аллах Тааля сделал тебя здоровым, ты радуешься. Аллах Тааля сделал тебя больным, ты тоже терпишь, благодаришь Его. И вот это и есть терпение. Поэтому, дорогие друзья, многие люди не думают, не понимают, что такое терпение. Потом некоторые думают, что терпение – это когда ты молчишь. То есть тебя бьют, ты молчишь, тебя оскорбляют, ты молчишь – это терпение. Это немножко другой. Когда тебя бьют и когда тебя оскорбляют, ты реально оцениваешь ситуацию. Когда у тебя есть терпение, сабр, ты смотришь. Если эта ситуация не стоит выеденного яйца, ты применяешь свое терпение и говоришь «Альхамдулилля». То есть у тебя нет высокомерия, у тебя нет неоправданной агрессии, ты не отвечаешь тем же. Это есть терпение. Но когда в ситуацию надо вмешаться, то есть менять ситуацию, например, реально надо защищать себя, например, или родных, близких и так далее, здесь уже другое терпение. Какое? Решать проблему по шариату. Например, твой ребенок хулиганит, а ты терпишь. Нет, не надо терпеть. Здесь надо воспитывать. То есть проблема, надо ее решать. Как решать? Воспитываешь. Например, твой ребенок разбрасывает. Вот у нас ребенок сейчас очень любит подойти, например, вот цветок растет, например, в горшке, сует туда руку и землю разбрасывает вокруг. Думает, что она крестьянка. Дочка, наверное. Да, вот интересно ей, да? Да. Когда у тебя нет терпения, что ты делаешь? Пинка под зад, да? Начинаешь орать, психовать и так далее. Это когда у тебя нет терпения. Когда терпение, ты на это спокойно смотришь. Ты говоришь, ничего страшного, уберем. Но нельзя же ребенку постоянно разрешать такие вещи. И какое-то время ты начинаешь воспитывать. То есть начинаешь объяснять, вот так нельзя. И так далее, и так далее. Вот это и есть терпение. То есть решать проблему шариатским способом. Когда ты болеешь, например, да, можно терпеть, то есть, да, боль и так далее. Можно применить лекарства, потому что по шариату разрешено. Но когда ты заболел, например, а потом решил выпить водки, чтобы забыться, это не по шариатское решение проблемы. Поэтому терпение – это когда ты доволен решением Аллаха, и когда ты ее решаешь, как велит Аллах. То есть, вот, например, в веканский период Пророк саллаллаху алейхи и сахабы терпели, когда их мучили. Не было разрешения на самооборону. На войну не было разрешения, джихада не было. 13 лет они терпели. Не отвечали вообще. Их убивали, камнями сверху прикладывали. Все, они терпели. Когда они приехали в Медину, Аллах Тааля сказал: теперь что? Терпение и решение. Если на вас нападает, это грозит уничтожением вас как личности, как верующего человека, да, все, защищайтесь. Теперь не то, что можно, а нужно защищаться. И джихад стал обязательным. В Мекке не было этого приказа, в Медине потом этот приказ пришел, стал обязательным. Адекватно расцениваешь ситуацию, и все. Ты начинаешь решать проблему. Терпение и решение проблемы шариатским способом, разрешенным способом. Если ты будешь решать его неразрешенным способом, то в этом случае грех и придет наказание для всех мусульман. Но мусульмане иногда попадают в проблемы из-за того, что решают проблему не по шариатскому способу. Например, когда, например, перед тобой стоит человек и матом ругается, и ты ему тоже матом отвечаешь, знаешь, какая реакция будет у того человека? Он говорит: что меня оскорбляешь? Да? Ты кто такой? И начинает с тобой драться.
Понимаете? А то, что он сам сказал, это нормально. Но ты получил такую реакцию. Почему? Потому что ты опустился до его уровня. Ты получил такую реакцию, опустился до его уровня. И можешь получить наказание от Аллаха. Такое было с Абу Бакром, ради Аллаху. Когда он спорил, точнее, пришел один человек, оскорблял, неверующий. Пророк сидел рядом там. Оскорблял, то есть Абу Бакр сидел, слушал, потом терпение закончилось, тоже начал отвечать. И пророк встал и ушел. Потом Абу Бакр остановился, догнал пророка, и говорит: зачем же ты ушел? Ты, говорит, сидел и терпел, когда меня оскорбляли, ничего не говорил, а когда я начал отвечать, защищаться, ты, говорит, ушел. Пока, говорит, тебя оскорбляли, на эти оскорбления отвечали ангелы, говорит. А когда ты сам начал отвечать тем же, ангелы ушли, пришли шайтаны. А мне, говорит, не место рядом с шайтаном. То есть вот шариатское решение проблемы. Когда нет шариатского решения, уже проблемы возникают. Поэтому, дорогие друзья, терпение – это довольствовать и решение шариатским способом. Где нужно проявлять терпение? Первое – это в поклонениях. Аллах Та'аля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, Раббу самавати ва арди ва ма байнахума фа'будху вастагфир ля ибадати. Господь небес и земли, и то, что находится между ними, поклоняйся Ему и будь терпеливым в поклонении. Аллах Та'аля говорит. То есть поклоняйся Ему, Аллаху, и будь терпеливым в поклонении. Поклонение требует терпения. Намаз, ураза, все это требует терпения. Если ты недоволен, что утром встаешь на утренний намаз, тяжело будет. Надо довольствоваться. То есть ты доволен, все, альхамдулилля. Ты рад. Да, тяжело, надо глаза открыть. Тогда я утром встаю, а с одним открытым глазом дохожу до туалета. Ну, один глаз открываю, чтобы не упасть. У меня пока перил нет дома. А так, другой глаз не открывается еще. Конечно, это же никому, я не скрываю, что я утром спокойно встал, там, радостный, там, и так далее, да, там, ура, там, намаз. Это же не сказка, да, это тяжело, деваться некуда. Идешь, тахарат берешь, встаешь на намаз, и все. Альхамдулилля, потом, когда ты уже читаешь намаз, приходит благоговение, довольство. Когда ты заканчиваешь намаз, приходит успокоение, и сон уходит. И приходит злость. И говорит: как я сейчас усну? Как я сейчас усну, думаешь, да? Альхамдулилля, берешь Коран и засыпаешь. Спать не можете, есть хорошие, да, лекарства от бессонницы, да, это Коран. Начинаешь Коран и засыпаешь. Начинаешь читать, сразу же глаза слипаются. Вот таким образом, дорогие друзья, что в каждом, то есть поклонение требует чего? Требует терпения. Однажды пророку саллаллаху алейхи ва саллям сказали, один из подвижников спросил: о Расуль Аллах, кого из людей Аллах Та'аля испытывает больше всего? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: аль-анбия, пророки. Аллах Та'аля испытывает пророков больше всего. Все пророки испытывались разными испытаниями, больше всего. Больше всех людей. То есть, если нам Аллах даст те испытания, которые выпали на пророков, мы просто не выдержим. Аллах Та'аля испытывал в первую очередь своих любимцев пророков, потом второго, потом праведных людей, наследники пророков, праведных людей. Потом, говорит, ниже, и их подобных. То есть им подобные. Это всякие имамы, учителя там и так далее. Кто на пути Аллаха? Естественно, обычный мусульманин, он испытывается больше, чем не мусульманин. Спорный. То есть это 100%. Также Аллах Пророк саллаллаху алейхи говорит: человек испытывается соразмерно его религии. То есть, насколько его религия крепка. Если его религия крепка, то испытания тоже будут сильные. Если его религия слабая, значит испытания тоже будут слабые. Если вы живете, наслаждаетесь хорошей жизнью, и думаете: вот оно, да, радость какая, да, вот Аллах Та'аля, как меня любит. А на самом деле, оказывается, у тебя религия слабая просто. А если бы у тебя религия была сильная, то Аллах Та'аля тебя испытывал бы. У каждого есть свои испытания. Иногда испытания выпадают нам каким образом? Ну, деньгами бывает. Евреи говорят, если испытание деньгами, то это не испытание. Хотя они больше всех любят деньги. Да? Бывают испытания здоровьем.
Бывают испытания в семье, бывают испытания с детьми, бывает на работе. Бывают испытания характером у тебя. Если характер скверный, как ты должен постоянно бороться с собой. Когда меня спрашивают, ты подряд я постоянно злюсь, психую. Как мне быть? Это твое испытание, значит. Ты должен с этим бороться всю свою жизнь. Куда деваться? Я всю жизнь хотел курить, например. Борюсь с этим. А ты никогда в жизни не курил. Никогда. Вот смотрю на курящих и думаю, хочется закурить. Никогда в жизни не курил. Но вот само по себе, вот то, что они там сигареты вытаскивают, да, вот это вот само себе поведение, вот это зажигалка там туда-сюда. Зажигалку я ношу с собой на всякий случай. Однажды пошли мы на охоту. Ну, одел там это, ходим туда, в поле ходим. Я говорю, а я же спичек не взял. Потом подумал, а вдруг случайно у меня в куртке где-то зажигалка. И 2 зажигалки оказалось. Тогда я же специально даже не беру, все равно где-то оказывается зажигалка. На всякий случай, так скажем, да. Но это еще с детства осталось. На самом деле это не за курение. Просто в детстве запрещали мне постоянно носить спички, когда я поджигал, там всякие дома там, и так далее. Мне запрещали носить спички. И вот это, когда уже перестали за этим следить, я понял, что это есть свобода на самом деле. Поэтому как бы символ свободы. То есть это борьба. Есть борьба. Кто-то, например, недавно бросил пить. Значит, он хочет, тянет его. Но с этим ничего не поделаешь. Это его борьба. Борьба с самим собой, с пороками и так далее. Всегда есть испытания у любого из нас. У кого-то есть испытания женщинами, так скажем. Да, вот видит женщину, кто безразличен, да? Видит, ну, нормально, держит себя в руках. А кто-то видит, с ума сходит. Приходится бороться с собой, никуда не денешься. Поэтому у каждого есть свое испытание, и соизмеримо его время. И поэтому Пророк сказал, и беды, говорит, не оставляют человека до тех пор, пока его грехи не простятся. То есть, если беда приходит к тебе, маленькая или большая, значит, для чего это приходит? Чтобы у тебя грехи простились. Не переживай, если они приходят, не думай, что это Аллах тогда тебе не будет. Конечно же, бывают еще испытания богатством и бедностью. Умар, ради Аллаху анху, говорит, бедность и богатство – это всего лишь 2 оружия. То есть это оружие, 2 оружия, 2 вида оружия. Богатство и бедность. По сути, это одно и то же. Хотя, конечно, богатство это лучше, чем бедность, кажется нам, да? Но это одно и то же. Умар, ради Аллаху анху, говорит, это всего лишь как 2 оружия. И мне все равно, какой из них я возьму. Он одинаково на это, к этому смотрит. А острее, смотри как, острее это уже другое, да, слово? Острее ножа, да? А острее это уже, да? А острее из них то, что ближе к богобоязненности. То есть, если ты, тебе, так скажем, твою богобоязненность больше поднимает бедность, значит бедность лучше, он говорит. Если мою богобоязненность поднимает лучше богатство, значит богатство лучше он говорит. Если они одинаковые по своей богобоязненности, то и острота их будет одинаковой. День воскресения будет взвешиваться не богатство и бедность, а терпение и благодарность. То есть людей будут смотреть, взвешивать не потому, какой они там статус занимали, да, бедный, богатый, там, да, вип ложа, не вип ложа, а смотрят терпение и благодарность. Были ли они терпеливыми к бедности, и были ли они благодарности к богатству. И также надо быть терпеливым в бедах. Есть один пример Абу Тальха и его жена Сулейм. Абу Тальха, ради Аллаху анху, вернулся домой. Но у него скончался ребенок, он об этом не знал. И Сулейм, жена Абу Тальхи, встретила мужа, долго не виделись, она украсила себя, накрасилась, одела хорошую одежду, накормила мужа, потом у них произошла близость. После этого жена задает вопрос, когда уже муж доволен, спокоен, задает вопрос. Можно, говорит, тебе вопрос задать? Если, говорит, Аллах Тааля, точнее, если, говорит, человек дал кому-то какую-то вещь, потом обратно попросил, на время дал, на хранение, потом обратно попросил, тот человек должен вернуть, говорит? Абу Тальха говорит, конечно, это же, говорит, его имущество. Так вот, говорит, Аллах Тааля дал нам на время кое-что, а потом забрал. Забрал нашего ребенка.
Абу Тальха распсиховался. Ты как можешь себя так вести? Почему ты сразу мне не сообщила, что зачем это все, да? Там украшения, там еда и так далее. Пошел к пророку, саллаллаху, рассказал ему обо всем. И тогда пророк, саллаллаху, сказал: вот в эту ночь, когда у вас была близость, Аллах дал вам еще одно понимание. Это Аллах Та'аля проверяет. Если он что-то забрал, значит дает что-то получше. Поэтому, дорогие друзья, в бедах, если мы относимся правильно, то Аллах Та'аля заменит. Также терпение с людьми. Вот люди, мы, каждый из нас испытаний был. Испытания, вот вы понимаете, мы все разные. И мы все являемся друг для друга испытанием, проверкой. Очень хорошо и прекрасно, когда есть человек 100% тебя устраивающий. Например, ты не хочешь, чтобы он болтал, он молчит. Ты не хочешь, чтобы он говорил, он говорит. Ты хочешь, чтобы он не вонял, он не воняет. Да? Но таких людей не бывает. Таких людей не бывает. То есть, чтобы он 100% тебя устраивал. Даже человек в зеркале тебя не устраивает. Смотрите в зеркало, он вас устраивает? Нет, не устраивает. Он вас не устраивает. Поэтому мы все являемся друг для друга испытанием. И что надо? Надо терпеть. Надо терпеть, принимать, общаться, как друг другу угождать и так далее. Аллах Та'аля в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ أَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Мы сделали вас друг для друга испытанием, фитну. И Аллах Та'аля смотрит: «Атасбируна, будете ли вы терпеливы?» А Аллах за вами смотрит. Вот сел рядом с вами болтом. Так и хочется, да, сказать. Откатись. Скажешь — обидеться. Скажешь — обидеться. 100% обидеться. То есть человеку вообще нельзя ничего не говорить. Иногда сидит рядом с вами молчун. Вообще не говорит. Скажешь ему: ну что ты там, да, с тобой скучно, давай уж там говори что-нибудь. Или я с тобой общаться не буду, там, и так далее. То есть это значит, у тебя нет терпения. Значит, нет терпения. Хотя ты общаешься, каким бы он ни был. Имеешь дела там и так далее. То же самое и в семье тоже. И с женой тоже так же. И с мужем тоже так же. Вот. Люди, муж и жена, например. Да? Вот есть жены, например, иногда досконально изучают мужа. Все его поведения. И терпят. И улавливают каждое его настроение. Да, он иногда быстро психует, например, муж, да? Все сразу. Иногда рассказывали, например, там бабушки. Когда у нас возвращался муж, я смотрел из окна, говорит, пьяный идет. Все, я топоры, ножи как прячу. Понимаете, что это за жизнь? Я говорю, топоры, ножи, говорит, все прячу, говорит, все по углам сидите, все там, да, или либо делаем вид, что спим, с ним ничего, никаких претензий там и так далее. И вот так они жили 40 лет, например, там, 30 лет там и так далее. А сейчас муж придет из цветов, пошел вон, да, сразу. Сразу пошел вон. Я вам реально говорю, звонит женщина, мне говорит, у меня, говорит, плохой муж. Я говорю, что случилось? Бьет, выгоняет, не кормит, жилья нет там и так далее. Нет, как цветы не дает. Цветы, говорит, не дает. Вот эту бабушку рассказать бы, да, как она жила. Ей радость не то, что цветы не дают. Вот за топор не взялся, это уже радость для нее. Что-нибудь не отрубил, ничего не разбил, да? Это уже радость, альхамдулилля. Она уже благодарит Аллаха. Какие там цветы? Вот сейчас такие времена поменялись. Поэтому терпение требуется в семейной жизни тоже обязательно. Как с мужем, как с женой, так и с детьми и так далее. Везде, и на работе тоже везде. Поэтому мы друг для друга испытания, и Аллах Та'аля смотрит, будем ли мы терпеливы. Все, остальное аяты не буду читать. Сами почитаете, Аллахуса. Время закончилось. Иншаллах. Сами почитайте про терпение. Я вам всегда говорю, если какая-то тема поднимается, интересуйтесь, посмотрите. Потому что то, что мы здесь разговариваем, мы не до конца раскрываем какие-то вещи, да? Много мудрости. Поэтому, по сути, человек так и должен, то есть сам поинтересоваться, посмотреть. Потому что это очень нужная вещь в нашей жизни. А сам для себя, то есть много
подчеркиваю особенность терпения, потому что нужно терпение, очень нужно. Ты уже там, на дороге, и везде, то есть работаешь над собой. Поэтому, когда работаешь над собой, всегда это лучше. Иногда, когда терпение кончается, ты что-то скажешь, например, вроде бы сказал, вот, как хорошо сделал, а потом жалеешь. То есть сердце у тебя здесь тяжело. Почему тяжело? Потому что ты неправильно сделал. У тебя терпение закончилось. Поэтому вот, за этим надо следить и бороться, вот с этими вещами. Иншаллах, Аллах Тааля даст хороший